Пчела вообще почитается во многих культурах, потому что она считается божьим таким вот существом. Кроме того, она символизирует пчелиный улей, семью, пчела как мать, и мед как целебное средство считается. Кроме того, мне кажется, вот пчела, и как показывают наши материалы, она считается символом и благополучия, и счастья. Пчела – один из самых давних друзей человека. Следы того, что наши предки собирали мед, известны еще с каменного века. Первое, дошедшее до нас изображение человека, достающего из пчелиного гнезда мед, появилось примерно 15-20 тысяч лет назад. С тех пор они почитались в культурах практически всех народов мира. Что и говорить про нашу страну. На протяжении многих веков бортничество было здесь одной из основных отраслей экономики. Обобщить отражение этой темы в культурах народов мира впервые был призван прошедший в Удмуртии симпозиум. Подвижники вот этой не только духовной, но и материальной культуры, да, они все составляют некую единую общность. Один из тех драгоценных камней, из которых состоит Российская Федерация. Вот я считал, что здесь самое главное – это обмен опытом, обмен идеями, как сохранить язык, да, как развивать культуру, как развивать языковые какие-то вещи. Подобные симпозиумы стали уже хорошей традицией Удмуртского федерального исследовательского центра УРО-РАН. Они проводятся с 2014 года. Надо сказать, что начиная с 2014 года этот симпозиум уже превратился в такую достаточно интересную и значимую научную площадку. Интерес растет к симпозиуму из года в год, и об этом говорят, значит, и количество поданных заявок, оно возрастает с каждым симпозиумом, и география участников расширяется. География симпозиума действительно впечатляет. Свои доклады очно и онлайн представили ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Башкирии, Мари-Эл, Удмуртии, а также наши коллеги из-за рубежа – Австрии, Эстонии, Белоруссии, Казахстана и Туркменистана. Здесь наша основная задача – привлечь внимание к сбору полевых материалов, поскольку здесь, поэтому сегодня будут представлены полевики-этнографы, полевики-фольклористы, полевики-лингвисты будут представлены, то есть те, кто работает с людьми. И, конечно, взаимообмен научной информацией и поиск новых идей для развития. Мужгур – так удмурты называли особый напев для призыва пчел и напев самих пчел. Задачей симпозиума стало обсуждение роли пчеловодства в традиционной и современной культуре, отражение его в языке, мифологии и фольклоре, народных знаниях, его место в экономике личного хозяйства, туризме, современных культурных событиях. Вы знаете, когда мы готовились к этому симпозиуму, он же полевой этнографический, он был в поддержку этнографических и фольклорных различных исследований, связанных с изучением пчеловодства как традиции. И, конечно, мы были в экспедиции. И приехавшие гости будут говорить о своих экспедиционных находках. Конечно, вот до начала симпозиума мы только предполагаем, какие эти важные находки, но на самом деле заявленные темы сегодня закрывают огромную нишу. В центре внимания ученых в эти дни были полевые этнографические исследования, междисциплинарные подходы и музейные практики, а также события, связанные с популяризацией этого занятия. Пожалуй, настолько всеобъемлюще эту тему еще не изучали никогда. Мы привыкли к тому, что пословица вот она вот назидание, песня вот она поется, сказка вот она рассказывается, это безделица. А дело в том, что это та мудрость, это вроде бы избитая такая фраза, да, народная мудрость, но она действительно народная, потому что это прежде всего мировоззрение. Вот о чем мы должны говорить. Тут много интересного, особенно в плане вот слов, которые говорят на удмуртском языке, которые по-русски звучат по-другому. То есть можно тут много чего узнать. Пословицы, поговорки. Вот сейчас очень интересный был доклад «Загадки» на тему пчеловодства. Окунуться в тему этнографии участникам симпозиума помогло и само место его проведения – уникальный музей-заповедник Лударвай с его аутентичной атмосферой. Высокий уровень подготовки мероприятия оценили и столичные участники.
Мне очень нравится, очень интересно. Я вообще очень люблю междисциплинарные конференции. Этот симпозиум, конечно, для меня очень полезен, потому что пчеловодство – это такая большая, обширная тема, в которой нужно действительно хорошо разбираться, чтобы потом хорошо делать свою работу. Поэтому мне очень интересно. Я очень благодарна коллегам, которые щедро делятся своими наработками, своими данными. Они очень-очень будут полезны мне. Ваш замечательный симпозиум, он полевой, этнографический, и в основе своей, конечно, это все-таки материал фольклорный. Я занимаюсь литературой, занимаюсь культурой книжной, письменной. Вот. И в этом смысле для меня многое было новым. И даже вот сейчас присутствуя, дожидаясь своего доклада, я понимаю, что и доклад мой станет интересней, как мне представляется, и глубже. Все участвующие в симпозиуме ученые признали, прозвучавшие на нем доклады отличались своей глубиной, значительно обогатили тему и придали новый импульс их исследованиям. Уже скоро ознакомиться с ними сможет любой, кто интересуется этой темой. По итогам работы симпозиума в следующем году будет издана коллективная монография, а через 2 года Удмуртия ждет гостей на новую встречу. Темы для нового симпозиума уже обсудили в Лударвае, и, как всегда, он будет уникальным и полезным для ученых, работающих по целому ряду направлений. Ждем вас снова, друзья!